Председатель Сената Дарига Назарбаева недовольна мерами, принимаемыми правительством для решения жилищных проблем граждан. На пленарном заседании Сената во вторник, 30 апреля, при обсуждении поправок в законодательство по вопросам жилищных отношений, Назарбаева обратила внимание на то, что принимаемые сегодня меры вновь недостаточны для того, чтобы обеспечить жильем очередников. Очередь на земельные участки под строительство индивидуального жилья исчисляется тысячами и десятками тысяч людей. И это люди, которые не просят у бюджета ни копейки денег, они просят, чтобы им дали землю, которую им обещали те самые 10 соток. И они сами готовы построить там свои дома. Каждый новый дом – это дополнительное имущество региона, правильно. Это сразу идет налог на землю, налог на имущество, коммунальные платежи. Это все равно пополняет доходную часть бюджета любого населенного пункта, сказала Дарига Назарбаева. Она предложила подсчитать, каковы будут затраты на подведение инфраструктуры к этим домам и каков будет возврат налогов в бюджет. При этом Назарбаева подчеркнула, что при разработке законопроектов правительство не делает расчет социально-экономических последствий от принятия той или иной нормы. В ходе заседания вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Кайырбек Ускенбаев сообщил, что в очереди на жилье в целом по стране стоят 487 тысяч человек. На полное решение вопроса потребуется порядка 6 триллионов тенге. Я уверена, что из этого списка в 487 тысяч примерно 200 тысяч сразу бы отсеялись. Почему не решается, тоже большой вопрос. Или же чиновники заинтересованы в том, чтобы побольше денег из народного бюджета урвать и тратить, осваивать на строительстве, сказала глава Сената. Назарбаева считает, что проблему необходимо решать кардинальным образом, потому что она из года в год тянется. Мы решений не видим, мы знаем заранее все отговорки. Денег на инфраструктурное развитие мало выделяется, денег не хватает, из трансферта денег тоже мало. И я думаю, что можно порешать, можно договориться. Есть много способов, много финансовых инструментов, чтобы этот вопрос решить, считает она. В кулуарах Сената Кайырбек Ускенбаев сказал журналистам, что сейчас правительством изучается весь мировой опыт привлечения инвестиций в сектор социального жилья. Будем рассматривать разные позиции. Если это будет эффективно в Казахстане, то будем применять. Никто ничего не исключает, сказал он.